Жители жилмассива Агордо обратились к нашей съемочной группе, чтобы мы рассказали об их проблеме. Они утверждают, что уже около месяца у них есть проблемы с доступом к чистой питьевой воде. Сейчас мы пришли прямо к ним, чтобы разузнать об этой проблеме более подробно. Невозможно помыть посуду, постирать одежду, не говоря уже о том, что воды не хватает даже для питья. Так нам рассказали местные жители жилмассива Агордо. Азамат Иманканов включает кран. Нет ни капли живительной влаги. Ну açık тұрады да, су тоқтап тұрады. Жаптым. Бір тамшы су жоқ үшін тоқтап қалады. С тех пор, как потеплело, воды нет. В водопроводе ее подают примерно к 3 часам ночи. Мы возвращаемся с работы усталые и не успеваем ее набрать. Чтобы постирать одежду, приходится ездить к родственникам в соседние районы. Те, кто успевает за ночь набрать воду, отмечают, что ее все равно не хватает на бытовые нужды. Так, к примеру, у Бахтыгуль Турсункуловой своя небольшая столовая. Без воды заведение общепита не будет соответствовать санитарным нормам, а значит, будет приносить убытки. Мы набираем воду в канистры и ведра, затем используем ее для мытья посуды. Такая проблема происходит ежегодно в течение 10 лет. На этот раз воды уже нет 2 месяца. При этом жителям регулярно поступает счет за питьевую воду. Помимо этого, ежегодно необходимо оплачивать и за полив, рассказывает Эльвира Турсунбаева. Ежегодно к нам приходит квитанция за поливной сезон. За 5 месяцев мы оплачиваем 1150 сомов. Это отдельно от счета за питьевую воду. Но самой воды нет. Для питья нам приходится покупать воду в магазине. Чтобы узнать причину этой проблемы, мы обратились к директору Бишкек-водоканала Талайбеку Орозову. Он рассказал, что сейчас в зоне действия Орталышского водозабора давление воды низкое. Он снабжает водой 40% столицы. Там упал статический уровень подземных вод. Талайбек Орозов просит жителей перейти на капельный вид полива огородов. Эти подземные воды мы должны сейчас восстанавливать. Но из-за чего они не восстанавливаются? Потому что нету подпитывающих рек. Эти реки, они у нас пустые. Река Аламидин, река Аларча. Второе. Надо переводить всех на водомеры. В первую очередь, чтобы люди начали экономить и понимать, что бесконтрольно использовать воду это нельзя. На данный момент вода подается по графику в жилмассиве Арчабишик и в селах Селекция, 105-й контур, Салкантыр, Төменкү Орок, Сарыөзен, Плодовые и Калтар. Саймух Мусаев, Чахшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.